Жительница Нивши-Картиросского района Мария Михайлова в Сыктывкаре частый гость. Сюда приезжает нянчиться с внуками. Говорит, давно ждала открытия автовокзала. До сих пор приходилось ждать автобуса возле ЖД вокзала и терпеть, таким образом, массу неудобств. Для пассажиров там работала всего одна касса. Из-за очередей не всегда удавалось билет купить. А там место заудобное. Здесь вот сколько места, во-первых, а там негде автобусу даже встать. 100 автобусов, смотришь, лишь бы ребенок под колеса не попал. И билеты удобнее покупать, и ждать комфортно. Водители межрайонных рейсов тоже вздохнули с облегчением. Теперь не надо голову ломать, где остановиться. Плюс бензоколонка рядом. До этого бывало, пока заправишься и пока доедешь даже до вокзала, отстаешь от графика на 15-20 минут. Свои новшества внес и коронавирус. Водителю с кондуктором вменили в обязанность следить, чтобы пассажиры были в масках. В начале мая первые межрайонные направления запустили именно при условии соблюдения мер безопасности от ковида. Нарушителей не пускали в салон. При этом, если человек сопротивлялся, кондуктор имел право вызвать полицию. Впрочем, до столь радикальных мер так ни разу и не дошло, говорят перевозчики. У меня маски были про запас, я их выдавал. Говорили, что забыли, потеряли или в аптеке не было. Сотрудники автовокзала тоже рады вернуться на свои рабочие места. Что неудивительно, после 4 месяцев самоизоляции. Столько времени кассиры, охранники, административная часть сидели без работы. Разумеется, с выплатой 2/3 заработной платы. Перевозчики же начали постепенно выходить на линию в начале мая. С периода, когда началось снятие ограничений, постепенно автобусы и маршруты выходили на линию. То есть это сначала было от 2-3 маршрутов с постепенным увеличением количества рейсов и автобусов. Еще некоторые межрегиональные направления к нам еще не ездят, такие, допустим, как Уфа, Сыктывкар, Ухта. А так в основном по региону ездят практически все автобусы. Сегодня на автовокзале с 6 утра люди уже стоят у кассы. У входа каждый проходит фильтр. У охранника новый функционал – проверять температуру и обрабатывать руки пассажиров дезраствором. А еще на полу красные разметки, призывающие соблюдать дистанцию, потому что пандемия не закончилась. Елена Кононова, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывкар.